Сегодня будет речь про фонетику казахского языка. Э, Почему я снимаю это видео? Потому что я решил, что нужно делиться тем, что ты знаешь, и тем, что ты можешь. Поэтому мы сегодня поговорим про именно фонетику казахского языка. В казахском языке я бы разделил согласные буквы на 3 вида. На самом деле, первую называют глухими согласными, но я бы их назвал грозными. Я при монтаже буду здесь ставить, где-то здесь, буквы какие? К, К, П, Т, С и Ш. Они грозные, потому что они не подчиняются к никаким правилам. То есть они, доминируют. Когда нужно ставить какие-то окончания или суффиксы, они всегда будут предпочитать именно своих друзей, своих грозных товарищей. И вот Х, К, П, Т, С, Ш. И есть также согласные, которых я бы назвал типа грозные. Почему? Потому что они хотят стать грозными, но им что-то не хватает. И они похожи на грозных, но они не совсем грозные, потому что им приходится меняться. Скорее я бы назвал, что типа грозные, обычно слова не заканчиваются на типа грозных, только «з» буква, остальные в основном они не заканчиваются на эти буквы. Это какие буквы? Г, Г, Б, Д, З и Ж. Г это он хочет стать как Х, но у него не получается. Г хочет стать как К, но тоже не получается. Б хочет стать как П, но у него тоже как-то не получается. Д хочет стать Т, З хочет стать С, Ж хочет стать Ш. Но они не совсем имеют власть, как у грозных. Следующие согласные, я бы назвал их не грозными или же чильными, да, то есть они любят как-то подстраиваться, то есть они не совсем, скажем так, они мягкие, они всегда могут сориентироваться, импровизировать, то есть, они более такие flexible. И это какие буквы? Л, М, Н, Н, Р. И также Л, М, Н, Р. Насчет гласных. Я бы разделил гласных на 2 категории. Это у нас экстраверты и интроверты. Почему? Потому что вы сейчас сами поймете. Экстраверты это А, О, О, А интровертами я бы назвал В, Е. Так, А похож на О похож на В, О похож на О похож на Но интроверты, они все равно какие-то закрытые, да, то есть они немножко зажатые, они выходят не так, как экстраверты, да, то есть он свободный, а он какой-то зажатый. О свободный, В зажатый. О свободный, зажатый, и да, то есть я бы также назвал предателями буквы И и У, потому что они иногда бывают гласными, иногда согласными, иногда экстравертами, иногда интровертами. Вот. Так, на этом сейчас мы в целом закончили классификацию. Идемте дальше. Теперь получается, есть также изменения букв иногда, то есть окончания меняются или суффиксы. Это в каких случаях? Например, типа грозные хотят стать грозными, поэтому иногда с радостью заменяют их. Например, слово «балык» значит «рыба». А когда мы хотим сказать «моя рыба», это будет не «бала», то есть в окончании «моя» там в конце должна прибавиться окончание «ам». То есть «балык», «ам». И когда мы ставим это окончание, «балык»,
Х, самая последняя буква грозная Х меняется на Г. Балагам. То есть, типа, грозные заменяют грозного. Вырк — это у нас персик, если не ошибаюсь. Нет, это у нас абрикос. Абрикос, вырк. И когда мы хотим сказать «мой абрикос», то мы говорим «выргам». То есть «к» меняется на «г», грозное заменяется на типа грозного. «Выргам». «Касаб» — это у нас свое дело, то есть дело, да? «Касаб» «п» и плюс «м» добавляем, получается «касабэм», то есть там тоже меняется. То есть эти именно в случае притяжательного окончания, то есть когда мы хотим сказать что-то мое, или что-то его, или что-то твое, то мы меняем последнюю букву с грозных на типа грозных. Ну, это мы в дальнейшем еще раз будем проходить. Также, допустим, слова, когда мы хотим глаголы сказать в приказанной форме. Например, табу — это находить. То есть, если мы хотим сказать «найди», то табу меняется на тап. То есть там, наоборот, грозное меняется на... Типа грозное меняется на грозное, да? То есть так как он приказывает, вот видите, как она доминирует, она показывает свое доминирование. То есть, например, согу — ударить, да? Его, когда мы меняем на приказанную, сок, то есть ударь, она меняется, г меняется на к. Тугу у нас лить воду, да, например. Ток у нас, значит, лей, да? То есть тугу меняется на ток. Так, дальше у нас, допустим, есть определенные нюансы, которые нужно учитывать, когда мы говорим какие-то буквы. Например, буква «Л», когда она применяется вместе с интровертами, можно сказать, что «Л» превращается в «Л», «Л». То есть там автоматически прикрепляется мягкий знак, хотя она не будет писаться, но она будет звучать. Например, в слове «бель». «Бель» пишется «б-е-л», но как будто бы читается как «бель», «л» с мягким знаком. «Бель» означает «поясница». Так, «джель». «Жель» — это у нас ветер. То есть там тоже как бы пишется «ж-е-л», но как будто бы там после «л» есть мягкий знак. «Жель», «жель». «Көль». «Көль» — это у нас озеро, «көль», да, тоже «л», как будто бы там мягкий знак. Но это только с интровертами. С экстравертами «л» будет обычный «л». Например, «тал», да, это значит дерево. Не «таль», а «тал». Следующее, в начале слова буква «о» и буква «е» как будто пишется как «уо», 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 или «е», как будто бы «и-е». Например, слово «урман», что значит «лес», будет как не «орман», а «уорман», «уорман». Или там «огонь» — это «вот», она не будет читаться как «от», она будет читаться как «вот», «вот». И в слове «е», слово букве «е» вначале как будто бы не «е», а «е». То есть, например, «елек» будет читаться как «и-елек», «елек», «елек». Вот. И также в русском языке «и», она как бы читается как «и», например, «мы», да? А в казахском, если казахоговорящий человек не будет знать слово «мы», он будет его читать как «м», «м». То есть там не «и», а как будто просто это, можно сказать, неполноценный звук, или, да, можно сказать, даже неполноценная буква. Почему? Как и буква Почему? Потому что, например, слово «эремшик», там это значит «сыр», там как будто бы между «ре», «ме», «ше» и «к» ничего нет. «Ремшик», «ремшик», «ремшик». Только в начале слова, да, есть «ремшик», «ремшик». Вот. Или, допустим, «адас», «адас». Как будто после «д» и «с» нету ничего, хотя там есть. «Адас», да, «адас», «адас». Вот. Ну, в принципе, можно и не произносить, если она после согласных идет. И если она не в конце слова.
Так, заимствованные буквы. На самом деле буквы как В, Ф, Х, Ч и они не исконно казахские, но в современном мире они очень необходимы, так как очень много слов с других языков приходят в казахский язык, их нужно как бы адаптировать и произнести, поэтому В, Ф, Х, Ч, они нужны, но они не исконно казахские. То есть в исконно казахских слов таких букв нет. Например, там В, да, VIP, да, или слово вагон, или там например, слово флейт, так, какое слово есть у нас на фонтан, да, например. Ну, то есть вот эти В, Ф, Х, Ч и например, электр, да, они все равно нужны в современном мире. А какие буквы в принципе не нужны, так как то есть можно их исключить, да. Например, буква Ё, Ю, Я, их можно заменить, в принципе, на ИО или там на ИУ или ИА, да. Так будет легче учить грамматику казахского языка, потому что идет запутанность, когда они заменяются. То есть, да. И вот буква Щ. Щ, она не нужна, можно их заменить двумя Ш, потому что на Щ очень редко используется в казахском языке. Там буквально 2-3 слова, наверное. Аш, допустим. Там можно заменить на два Ш, Аш, да? Потому что, допустим, ну, то есть, да, можно заменить, в принципе. И Ц, буква Ц, его тоже можно заменить на Т и С. Да, и буква Х, она тоже, допустим, есть где-то 5 или 10 слов на Х, да, там Айдахар или что есть еще у нас, Гаухар. Вот они более глубже, чем обычная Х. Поэтому его можно заменить обычной Х вместо Х. Вот. Также мягкие знаки и твердые знаки, я думаю, можно их исключать и заменить чем-то, да, другим. Так, получается, Ё, Ю, Я, Щ, Х, мягкий знак, твердый знак и Ц буква. Вот, их можно, в принципе, заменить. Мы можем исключить их из алфавита. Особенно для детей, наверное, будет трудно, когда нужно будет читать все эти буквы в алфавите, да. Поэтому у нас сейчас 42 буквы в казахском языке. И если мы исключим эти 8 букв, останется 34, и легче будет изучать алфавит. Вот. И давайте поговорим про предателей, букву И и букву У. Буква И, это у нас, получается, она как бы может быть согласным, может быть гласным, может быть интровертом, может быть экстравертом. Вот. И их можно, знаете, на них нужно закрывать глаза. Вот и все. Так, давайте поговорим теперь про сингармонизм и про ассимиляцию букв. Так, сингармонизм. Экстраверты дружат только с экстравертами, и интроверты дружат только с интровертами. То есть вот эти буквы А, О, они в словах будут встречаться только в слогах, то есть только с этими буквами, с гласными буквами, да. И также интроверты, они будут использовать только интровертами. Например, в слове эремшек, да, там только не будет там эремшк, да, это будет звучать очень странно и произносить его сложно. Поэтому в казахском языке есть такой закон, да, в целом в тюркских языках, да, сингармонизм. Вот, следующая ассимиляция. А также, забыл сказать, экстраверты дружат с буквами К и Г, а интроверты дружат с буквами Г и К. То есть, когда есть буква К и Г, интроверты не могут туда попасть, потому что они не совпадают с ними. Также Г и К не дружат с экстравертами, и они тоже не могут туда попасть. Например, в слове калам мы не можем сказать калам. Это будет звучать не по-казахски. Вот. Ассимиляция.
Ассимиляция грозные прикрепляются только к грозным, мы до этого говорили. Типа грозные только к типа грозным, да? Они грозные не приемлят грозных. Ну, то есть, если вы видите не грозные с грозными, это неправильно. И также еще один закон. Акцент в казахском языке обычно в словах встречается только в конце слова. Ну, это касается именно исконно казахских слов. В принципе, на этом все. Также я, оказывается, забыл сказать про исконно казахские буквы. Ну, не исконно казахские буквы, а буквы, которые нет в русском языке, а есть в казахском языке. Например, буква «э». «Э» — это у нас что-то похоже на «а», только, знаете, как можно его произвести, так это немножко язык протянуть вперед, тогда «а», и сказать «а», тогда получится «э». То есть «э». Вот. Она похожа на английский apple. То есть она немножко зажатая «а». Следующая буква «г». «Г» это похож на французский. Там во французском тоже есть такая буква, да? Bonjour. Вот. Или некоторые, кто не умеют произносить букву «р», они вот произносят букву именно «г». Вот. И вот «г». Следующий у нас «к». «К», наверное, все, те знакомая буква, да? Ну, «к», она немножко специфическая. Так, следующее «н». «Н» это похоже на английское «n» и «g». То есть, например, interesting. «Н». Вот буква «н». Следующее «в». «В» тоже специфическая. «В». Она похожа на «о», на зажатое «о», то есть «в». Следующее «о». «О» похож, то есть она как будто бы между «у» и «о». То есть что-то между «у» и «о». «О». И также есть буква «э». Она немножко зажатая «о». То есть «э». Вот, на это все. Вот такие вот 7 букв есть. Буквы, которые нет в русском языке. Они вот, их, как сказать, тоже нужно практиковать, и можно будет потом уже применять.